В прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится среда, 12 марта? Под личным контролем главы. Рамзан Кадыров проверил ходы работ на главных строительных объектах столицы. Родина мать зовет. Берегите себя, поддерживайте друг друга. Из Грозного в зону проведения СВО отправилась новая многонациональная группа добровольцев. О мотивации бойцов узнаем в этом выпуске. Забота о защитниках. Ассоциация ветеранов СВО в Чеченской Республике играет важную роль в жизни военных и их семей. Линда Джамалдинова расскажет, как помогает Ассоциация ветеранов СВО военным. Итак, начнем с важного. Республиканский центр спортивной борьбы почти готов к открытию. Наводятся финальные штрихи. Об этом стало известно во время инспекции Рамзана Кадырова. Сам объект будет носить имя прославленного спортсмена Буайсара Сайтиева, легендарного трехкратного олимпийского чемпиона. Также глава посетил еще несколько столичных локаций. На всех строительные работы ведутся высокими темпами. Репортаж Турпала Тайсумова. Более 100 рабочих мест и сотни спортсменов-участников соревнований мирового уровня. Республиканский центр спортивной борьбы практически готов к открытию с предоставлением всех современных удобств. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с соратниками провел контрольную инспекцию перед открытием. Сейчас остается завершить только косметические отделки и установить инвентарь. По инициативе министра по физической культуре и спорту центр будет носить имя трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Буайсара Сайтиева, безвременно ушедшего в праведный мир. Здесь уже запланирован турнир в честь Буайсара Сайтиева в день открытия. А еще по просьбе жителей Нового Энгиноя, родового села матери Буайсара, улицу назовут в честь легенды чеченского спорта. Премьер-министр Магомед Даудов отметил, что во время матча Ахмата против Краснодара в честь памяти Буайсара была проведена трогательная церемония. Глава региона в свою очередь отметил, что Сайтиев был достоин всех похвал, но всегда оставался скромным и открытым человеком. كلام سعيد دنج ديني ما دلي بواسي كل فوتبول سيني غاربو ترادي عنده خص بيستلدو منو تبان كانين يك كرسنا على. Начальник участка поделился с нашей съемочной группой интересными деталями объекта, который вскоре будет доступен для спортсменов и персонала. Зал соревнований, гостиница на 124 места, столовая отдельная для спортсменов, 4 кафе здесь предусмотрено. Ну и для обслуживающего персонала кабинеты. Визит Рамзана Ахматовича нас только вдохновляет. В любое время и погоду труд не прекращается. Руководитель региона вместе с соратниками также проинспектировал строительство мечети на проспекте Мухаммада Али. С процессом возведения его ознакомился заместитель председателя правительства Чеченской Республики по инвестициям и развитию бизнеса и взаимодействию с Ближним Востоком Анвар Усманов. Архитекторы воплотили в процессе характерные элементы восточного зодчества, сочетая монументальность с изяществом форм. Вместимость более 5000 человек. Главный купол диаметром 31 метр и высотой 28 метров. Особое внимание привлекают 5 шестигранных минаретов, которые получат имена выдающихся сыновей чеченского народа Хасайна, Юсупа, Рамзана, Алхазура и Абубакара, которые были верными соратниками первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Благословен слава многолюдию, шадол блок тани абалош блок театр. Финансирование я ешину, авансировать бинго. Самбак. Ты вот швей. Не свет цыган того. Не наверное, машине. А инде прямоусы прекантана лари.
Мыслимость 5000. Каждый шиши кипер хазгал опла. Чуала ти хин хокун хукол юк шиши кипер хазгал. В ходе проверки возведения нового района имени Владимира Путина министр строительства ЖКХ и энергетики Муслим Зайпулаев рассказал, что проблем с процессом строительства нет. Здания будут возведены по согласованным с главой региона 3D-макетам и в лучшем качестве. Система отопления будет индивидуальной в каждом жилом доме и квартире. Он магазин ябед, идеально, двух штук, куда есть переход, что он полностью мелкодорожный, и что мы на связи с эквадором, практически подземные уже коммуникации, электрической части, но вот я высокие линии уже выехать на холодную. Оборудование заказать на нем, порядка на сегодняшний день, 20% беш, высокие линии, хайяруш, очищенная энергетика, болбешу. Посуавор полностью хватит энергии, в том работе, где там было дышно. Проблемы проблемы шума, да, сход, ирна, киселич, штат болбешу, я гарвай, селан, да, сумурдина. Полностью куда вошел, основной ключевой задействован вошел, вошел, вопрос, судить. Лучше жоb, самая принципиальная ключевая проблема озвучить нам да, звучит рабочими местами. Главное, харта ключом жоb, лучше что О, белаш бича, проблемы, что там бэкграунд, да, мелдагон, ахалитна, вероятно. Хаза милитун, хаза джо. Локар медиа, замат, поручение угодовок, а ламинальное качество, плитксан, материал, угорезиющий. Эмирачка, тигаха. Штукатурить и красить, вот это домашняя работа, уготовка, ламинал, качество материала. Термис бай? Ничего, я اشتري شو Просто генна, ты бай. يوش يا دلوقتي معاه 15 طرابي هو بس على المكان خليك ياخذ يوم لا والله. الشيء صدقني شيء أي عنده. وين هو يتابع عنده. При этом, по словам строителей, весь процесс строго контролируется. Задержек и сложностей не существует. Железобетонные работы 100% все завершены, а сейчас проводятся работы внутри здания. Это разводка инженерной коммуникации, это электрика, вентиляция, водоснабжение, канализация. Все это стало возможным благодаря сильной поддержке руководства и труду огромной армии строителей и архитекторов. Взаимодействуя, их труд выливается в лучшие условия для жизни народа. Турпа Лолита Исумов, Медина Мударова, Линда Джамалдинова, Алисхан Кацулов и Сайдселим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Из Гродненского аэропорта в зону проведения СВО отправилась новая многонациональная группа добровольцев. Они прошли подготовку в Российском университете спецназа, где освоили необходимые навыки для выполнения поставленных задач. Все расходы на боевую экипировку добровольцев покрывает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Бойцов на путь служения Родине проводили руководители силового блока во главе с председателем правительства, начальником оперативного штаба СВО Магомедом Даудовым. Удачи вам всем. Я хочу поблагодарить от вашего лица Общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который уже 3 года нам помогает всем тем необходимым в зоне проведения СВО, начиная с обмундирования, заканчивая FPV-дронов, автомобилей, всем тем, что нам надо для выполнения поставленных задач Верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и командиром, куратором непосредственно легендарного спецназа Ахмат, генерал-полковника Героя России, главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Бойцы, берегите себя, поддерживайте друг друга. Самое главное, и как говорится, как сказал Рамзан Ахматович, самый первый приказ – это возвращайтесь домой живыми и здоровыми, к своим семьям, к своим детям. Победа за нами, победа не за горами.
Содействие в трудоустройстве, помощь в получении социальных выплат и юридическая поддержка. Ассоциация ветеранов СВО помогает в адаптации гражданской жизни тем, кто прошел через службу, исполняя свой долг перед Родиной. Репортаж Лимды Джамалдиновой. Ассоциация ветеранов СВО в Чеченской Республике начала свою деятельность 26 декабря 2024 года. И за это время помогла многим военным, вернувшимся с фронта, а также и их семьям. Майырбек Муртазов служил в Росгвардии 12 лет, имеет много наград, среди которых и Нохчи иконах. Но после серьезного ранения ему пришлось оставить службу. На данный момент работаю заместителем председателя Ассоциации ветеранов СВО. И помогаю ребятам, которые получили ранения, которые лежат в госпиталях, которые выписались. Любые вопросы, которые нам поступают, мы рассматриваем и помогаем. Одним из основных направлений работы ассоциации является помощь в трудоустройстве. Многие ветераны, возвращаясь домой, сталкиваются с проблемами поиска работы из-за отсутствия гражданского опыта. Организация активно сотрудничает с местными предприятиями, что позволяет им трудоустроить бывших военных. Ветерану время бош бал хубон начи лазинаш эсвошникшен. Цан пенсиш то шмиште бабиза мох сан хашкош дизи утахтер жилищницы вопрос шабик взаимодействию та на осда что балинса цан хлюли я та газовикш ноль энергии цан хлюли погибший халячер хусумна но бал хабош беш уж балхит бош бу ишта ой пачу дейлин поручение кета ой хочешь дош та ой хочешь да мол. Кроме того, ассоциация занимается разрешением конфликтных ситуаций, с которыми могут столкнуться ветераны. Это включает в себя юридическую помощь, консультации по вопросам прав и социальных гарантий. Ассоциация ветеранов СВО в Чеченской Республике играет важную роль в жизни военных и их семей, обеспечивая им необходимые ресурсы для социальной адаптации, поддержки и активного участия в жизни общества. Лимда Джамалдинова, Сейдамин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. Студентам юридического факультета Чеченского госуниверситета имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова рассказали о значимости благочестивого месяца Рамадан. Встречу провел директор департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы правительства Аслан Абдуллаев. В ходе открытого диалога обсуждались важнейшие темы, такие как значение поста, важность совершения благих дел и усиление духовной связи с Творцом. В завершении встречи Сулейман-Паше Мисаеву, специальному представителю Духовного управления мусульман в ВУЗе, вручили благодарственное письмо за его вклад в духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего поколения. Bez sila mushda bixti bolu khona marki da alqab ma bez qab chara qoyda kubur halqara marki ba wayna stimul mushnaga wa mehda wa marqa barsa saada marsa ishta qibul bisin chana doq masal bi sun masal bucha wa yakigir qoshta belqishtashnu. И напоследок, в условиях глобальных вызовов чеченское общество сталкивается с комплексным военно-политическим, социокультурным и информационным давлением. Об этом заявил заместитель министра Миннацинформа Саидмагомед Баширов во время встречи с жителями Толстоюрта. Основным вопросом обсуждения стало разъяснение необходимости проведения специальной военной операции. Она состоялась в рамках цикла мероприятий на тему СВО в контексте глобальных вызовов современности. Репортаж Лимды Джамалдиновой. В актовом зале администрации села Толстой-Юрт Грозненского района прошло мероприятие на тему «Специальная военная операция в контексте глобальных вызовов». Встречу с представителями местной власти и жителями провело Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Сегодня мир стал многополярным. Это о чем говорит? Что есть еще другие силы, кроме Соединенных Штатов Америки, которые отвечают за миропорядок на планете Земля. И если в предыдущие годы Россия не присутствовала, практически не присутствовала на международной повестке, то сегодня ни один геополитический глобальный вопрос мироустройства планеты Земля не может решаться без участия России.
В ходе встречи заместитель министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Саид Магомед Баширов и сотрудники профильного отдела обсудили текущую ситуацию в стране и за ее пределами. Участники обменялись мнениями о влиянии специальной военной операции на обеспечение безопасности региона и страны в целом. Идет на самом деле такая цивилизационная война, и хвала Всевышнему, что мы на стороне тех, кто защищает накопленное человечеством тысячелетиями культурообразующие ценности. И к нашей гордости мы сегодня во главе с нашим национальным лидером, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, Ал-Шуэли, идем в авангарде борьбы с мировым сатанизмом. В завершении мероприятия были подведены итоги и намечены дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в регионе. Подобные встречи будут проводиться и в других районах республики. Такое мероприятие подчеркивает активную позицию Чеченской Республики в вопросах национальной безопасности и международной политики, а также стремление к открытому диалогу с населением. Лимда Джамалдинова, Алисхан Кацулов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Войнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.